Ну, вот смотрю, интернет пришел, короче. У меня интернет что-то барахлил. Новый месяц переключился. Короче, появился интернет у меня. Wi-Fi здесь вообще не ловит. Как это в этом каком-то бункере живу, как будто. Тему эфира я не указал. Поговорим сейчас. В Телеграм закину-ка. То, что я на эфире. Поговорим о накипевшей теме. То, что в новостях сейчас услышали, поговорили. Я только что загрузил это свои... Ассаламу алейкум. Всем доброе утро. Особенно тем Башкортостану и Казахстану, которые рано встают деген кебек. Бізде 4 сағат разница, на днях у нас время переведут. Только что я загрузил туда-сюда досики. Наверное, видели, везде сейчас говорится о том, что... Точнее, в любой инстаграм, если зайдете, видно, что где-то там какая-то стычка произошла между казахами и чеченцами. В Москве или там в Ленинградской области где-то. Но сейчас найду, почитаю. Хотел это закинуть. Вот эфир. Хочу закинуть в Телеграм свой эфир. Чтобы народ проснулся. Вот. Поговорим об этом, потому что в тот один раз я обсуждал уже в свое время о том, что, так сказать, все сошлось к одному. Недавно я вам закидывал одно видео, я хотел давно уже эфир сделать, но у меня интернет, что-то нету туда-сюда, вот в одном сейчас интернет появился. Всем еще раз ассаламу алейкум, я кого в Телеграме. Все я закинул. В моем ютубе что-то пока людей нету, как обычно, но запись идет, ладно. Фиг с ним. В ТикТоке 2 человека, Рахмат. Тема эфира я не обозначил, потому что давайте будем разбирать тот прошлый, так сказать, эфир и то, что у меня происходило здесь. 22 числа марта я, как обычно, с такой, после этого инцидента пришел в эту комнату, поехал, в магазин. Прогуляться туда-сюда. Я в другом районе жил. Сейчас в этот район обратно вернули меня. И тут такая ситуация. Я вам в маленьких роликах уже высказал, это видели, наверное, в моих тиктоках, ютубах. Нападает на меня вот здесь наркоман-чеченец. Ильяс его зовут. Исходя от этого, я просто офигеваю от всего этого. И начинаю вам записывать видос. Для чего? Это чтобы этот видос был как таким, так сказать, вспомогательным для меня пока свидетелем. Для меня как свидетель он. Это видео как мне свидетельство о том, что произошло. Почему? Теперь, если я в видосах больно сильно не говорил, потому что там время же, не успеваю говорить. Давайте сейчас расчленю этот момент. Почему я с этого начинаю? Все как-то странно в один момент происходит. То, что там инцидент в Ленинградской области с казахами, чеченцами. И у меня тут то же самое, да, ведь? Понимаете, вот. И как говорится, интересный момент. И вот, что происходит. Из-за какой-то сраной машинки, которую я брал перед Рамаданом или во время Рамадана, постричь себя. Я по жизни сам себя стригу. Постриг себя, подправил, почистил человеку машинку эту долбанную. Кстати, я свою покажу еще. Сейчас, секунду. Своя у меня вот такая. Вы подумаете, что за колхоз, что ты думаешь, показываешь? Нет, я люблю честность и люблю людям доказывать свою правоту. Моя машинка. Насадки лежат здесь у кое-кого, у своего там, так сказать, земляка.
насадки я забыл. И вот я 5 месяцев хожу без насадков. Ему только ебануть и только на лысо. И максимально я на лысо и хожу, если видели. У него я спросил. Он говорит, у меня есть насадки, все такое. Окей, мы же с ним дружили до этого инцидента. Все, дружили, я говорю, вот здесь 2 Ильяса живут, один такой, один такой. Ну, вот так и общались. И тут получается, что, блядь? Один прекрасный день меня туда депортанули, в другой лагерь. Я вернулся, и тут, получается, я к нему стучусь. Ну, человек же приехал откуда-то, о, привет, братан, короче, как дела, туда-сюда. Он с лету, блядь, открывает дверь, на меня, блядь, накидывается. Типа, иди сюда, говорит. Я говорю, что? Машинку ты мне сломал, говорит. Она, говорит, гудит, блядь. А он с Будуна, наверное, я не знаю, блядь, что с ним, блядь. Этим чеченцем. Она, говорит, гудит. А в профессиональных машинках, которая гудит, которую, если вы были профессиональным стрижке, машинка, она профессиональная, и вот здесь есть шуруп такой, пластиковый. Его крутишь, она зажимает звук, чтобы оно не гудело, и здесь выравнивается его, так сказать, скорость может, блядь, падение или там зубцов, хождение зубцов и так далее. Ну, чуть-чуть я вшарю в этой хуйне, короче, а он нихуя. Человек, так сказать, конченный. И первый раз я вижу человека-чеченца конченного, блядь. Вот реально конченный чеченец, блядь. По-другому никак. И не нужно потом мне, блядь, написывать, угрожать, блядь, кутагама хуйдам, блядь. Кутагама хуйдам, нахуй. Кичливые нации, блядь, нахуй. Я в душе ебал, блядь, нахуй. Всю, нахуй. Если вы кичливые, нахуй, я сыгеп куйдам, нахуй. Сыгеп куйдам, блядь. Итак, исходя от этого, он не шарит же. Говорит, почини. Берет и пол хуярит, блядь, нахуй. Он перелетел с того коридора в этот коридор, в эту сторону, блядь. Моей бывшей комнаты. Перелетает весь коридор. Ну, метров, ну, не спиздеть, 6-7. В других эфирах, если вы меня видели, наверное, коридор пиздец там, нахуй. Исходя от этого, он об бетон, ну, об кафель перелетает, нахуй. Чего с ним произошло? Я от него ушел. Я говорю, бля, пиздец. Я говорю, братан, что сделал? И ушел. Иди сюда, короче, начал меня что-то дергать. Ну, хотел уже тогда, наверное, въебать меня. И я, блядь, ушел. Думаю, блядь, нахуй он, пусть остынет, потом поговорим. Нихуя. Человек не остыл. Это было какой-то день, да, в понедельник, когда я там пришел, блядь. И вот 22-го, получается, я не видел, все. 22-го, блядь, вот сюда я заехал во двор и проехал к себе, паркануться там, велопарковку, поставил велосипед. А он, что-то крикнул по дороге, и за мной прилетел на велике. Прилетел и начал доебываться до меня. Типа, что там, за машинку деньги отдашь? Я говорю, в каком смысле деньги отдашь, блядь? Я тебе машинку в живом виде вернул, блядь. Вот моя машинка, блядь. Я твою вернул. Все. В чем проблема? Вот, говорит, ты сломал. Деньги дашь, говорит. Я нихуя не дам, я говорю. И слово за слово, нахуй. И он мне, блядь, ебашит вот сюда, как куда-то. И отлетает у меня очки, и кепка отлетает, нахуй. Очки, блядь, альхамдулillah, не сломались. Заебался, а то уже сколько ломается, блядь. Потом, блядь, опять слово за слово, и у нас понеслось, блядь. Сцепились друг друга, начали ебашиться. И в итоге он думает, что я его въебу, блядь. Он ниже меня, блядь, я выше его. Он думает, ну, считай, вот так я стою, он вот здесь, там, грубо скажем, пупок дышит, блядь. И думает, что я сейчас въебу ему. Ну, у меня реально свободная рука, я мог бы въебать его, блядь. Я его чисто вот так на дистанции держу, блядь. Вроде я не сильный, нахуй, ну, значит, мне хватило, блядь, для него силы. И он хочет меня, блядь, нахуй, ну, таким образом думает, что я въебу. А я же уже, блядь, только что откинулся, блядь, нахуй, неделю в другом лагере был, блядь. Из-за того, что я иранцу пиздюлей дал, так сказать, словесно. Ему чисто футболку порвал, я его не бил даже. И тут, блядь, опять у меня же в голове это уже все есть. Тут охрана, все, блядь, нахуй, трогать нельзя никого здесь. И в итоге, короче, он что делает?
Первый меня ебашит. Решился въебануть меня. Ну, куда-то что-то, непонятно, куда он что-то, я не помню. В итоге все, мне футболку порвал вот здесь, блядь, пуговицы отлетели. Какая-то хуйня произошла. И в этот момент все собрались, да, хуя во дворе людей, блядь, ля-ля-ля-ля-ля, короче, и охрану вызвали. Там уже, из пизды кукуй, вот отсюда, туда, в конец, блядь, двора бегут охранники, 3-4 охранника, и начали меня разъединять. В этот момент он ебашит меня, блядь, головой сюда, блядь. Как-то вот так, как-то он меня достал, да, так сказать. Достал, хуй знает, подпрыжкой, блядь, достал, я не знаю, как он меня достал, блядь. Да сюда попал, ну, блядь, и у него все красное, у него, блядь, разъебано, и у меня получается. Я думал, все, пизда, носу, блядь, нос я разъебал, я думаю, блядь, ебаный рот. И в итоге, короче говоря, вот такой инцидент. Из-за сраной машинки. Почему я назвал сейчас, я пару минут говорил там, в ТикТок закидывал видосик, и в YouTube сейчас закинул везде. Почему я говорю про терпимость? Если люди до такой степени пидоры, блядь, конченые, и если в любой нации есть такие гандоны, утихомирьте нахуй. Утихомирьте, блядь. И когда вы начинаете как петухи прыгать нахуй, блядь, на узбеков, 1 год, блядь, чеченцы разъебали одного узбека за то, что он как будто бы кому-то там приставал, блядь. Потом дагестанцы поехали за одним татарином, 4 человека, шапалах ему давали, на видео снимали. Потом, блядь, нахуй, сейчас вот уже со мной инцидент, блядь. Только что, блядь, видим в Ленинградской области, блядь, разъеб, нахуй, казахов чеченцами. Проехали по машиной, блядь. Что за дерьмо, нахуй? Утихомирьтесь, нахуй. Мы то, что, блядь, из Азии, с Башкортостана, с Татарстана, с Казахстана, блядь, мы молчим, блядь, потому что, альхамдулилля, нам сабр дал Аллах. Никогда мы не бьем, блядь, и не нападаем, блядь. До сих пор. Если бы мы били бы и нападали бы, мы давно Москву, блядь, растоптали бы, блядь. Если мы вот такой пидорастической, блядь, нахуй нации были бы. Кичливость, нахуй, свою жопу засуньте, блядь. И это каждой нации касается, это, блядь. Вы уже заебали, нахуй, всех. Своей кичливостью, блядь. Петухам, нахуй, блядь. Среди нормального народа, блядь, не место, блядь. Петухи, нахуй, вы сами понимаете где, из Рашки, нахуй. А мы не из Рашки, блядь. Понимаете, да? У каждого своя земля есть. Есть Ичкерия, если вы хотите создать свою Ичкерию, но не Чечню, блядь. Есть Кавказ, есть, блядь, нахуй, Башкортостан, есть Казахстан, независимый. Узбекистан независимый, нахуй. Петухов там нет, блядь. Петухов нету там, блядь. Поэтому, когда из-за какой-то сраной машинки, блядь, там что с охранниками произошло, я не знаю. Какого хуя там везде чеченские охранники, я не могу понять. Нашли, блядь, золотую жилу, наверное, блядь. Вот так можно пиздить всех рабочих, казахов, узбеков, да нихуя. Раз, блядь, пройдет, 2 пройдет, 2-й раз шапалак такой приедет, что, блядь, в жопе хуй окажется у вас, блядь. Вы не думайте, что, блядь, нахуй, казахи подавно, блядь, узбеки такие же. Молчат, а как встанут, нахуй, блядь. Как станут, нахуй, 37 миллион узбеков, блядь, и 20 миллион узбеков, блядь. 1,5 миллиона у чеченцев не останется. Понимаете? Поэтому не надо петушатничкой своей, нахуй, врубать везде, блядь. Заебали, нахуй. Вот здесь я не ожидал одну вещь. Я из обидно говорю я. И из обиды говорю я. Не то, что я обиделся, или там меня обидели, нет. Я говорю, как из обиды. Из обиды к чему? Сейчас раскидаю. Из чего? В 22 году мы с чеченцами бежали из Хорватии. Кто во Францию, кто в Испанию. Мы вместе бежали с чеченцами. Потому что у нас одна беда была у всех. Мы ушли от войны, от мобилизации. Мы с адекватными чеченцами бежали.
которые не хотели умирать и убивать украинцев. Мы приехали в Европу вместе, да так сказать, блядь. Зашли по-разному, а попали в один лагерь. И потом скооперировались и начали хуярить с Хорватии дальше по странам. И никого я не увидел там кичливых, блядь. Никто из-за сраной машинки на меня не нападал, блядь. Мы друг другу давали, наоборот, машинку, на, деньги, хлеб там, все делили, блядь. Кусок хлеба, если надо. Вместе тащились, блядь, по этим ебучим границам, блядь. А тут, получается, блядь, они приехавшую Россию казахов, понимаешь ли, спетушатничались, блядь. В чем проблема, блядь? Ваш дом не Ленинград, блядь. Ленинградскую область, там, я не знаю, что там, потом я почитаю вам более такой отчет, так сказать, я вам дам, о чем речь идет. Ваша, так сказать, юрисдикция в Ичкерии, дома, у себя, а у казахов в Казахстане. Вы там оба гости, по идее. Поэтому хочу еще добавить, что вот здесь мне обидно, что стало, да? Смотрите. Убило меня, я от своей проблемы буду рассказывать вам от и до, и тинля штраминда, короче, иксен. Будем весы ставить. Вот, допустим, ты попал в одну махаллю. Ну, одна улица, махалля. Ну, на махаллю, наверное, все знают без перевода. Вот мы на одной махалле вот здесь живем. Сомалийцы, иранец, у меня сосед был, блядь, пидор. И другие. Исходя от этого, ты на одной махалле, и у тебя сосед чеченец. Другой, вот пусть будет узбек, башкир, татар. Как он мне сказал, татарин какой-то еще. Еще по нации моей проехался. Я ему еще про чеченца я ничего не сказал ему. Ну чмо, блядь. Исходя от этого, он думает, что, блядь, нахрен, если он здесь живет, он должен здесь рулить, блядь. Это не армия. Ты в демократической Европе, блядь. Это не Россия, блядь. Это вот эти ваши шашни здесь не прокатят, нахуй. Поймите. Там против курдов, против каких-то арабов, может прокатит, но не про нас это, блядь. Ваши сказки против нас не прокатят, блядь. Придете толпой, разъебете меня, это не прокатит. Можете только убить меня. Вот это может прокатить с ваших рук. Ну не больше, блядь. Жанымнығына оларға можете. Ну не больше. Я вам доношу, надеюсь, конкретно, блядь. Быковать не надо. Быковать ты можешь у себя в Чечне, с Кадыровым, блядь, там, в обнимочку. В этой пидорастической рашке, которая вас ебала нахуй всю жизнь, блядь. Там быкуй, но не здесь. Исходя от этого, вы в одной махалле находитесь со мной, блядь, с сомалийцем, та-та-та-та-та-та. Слабого звена здесь нету. И этот Ильяс решил, наверное, слабое звено во мне найти. Думает, там, узбек, башкир, татар. Кого же меня оскорбить? У меня же 3 нации. Кого же оскорбить, блядь? Ну, первый раз такого чмыря, блядь, первый раз вижу, блядь. В России даже таких стычек у меня не было, блядь, с чеченцами. Не знаю, блядь. Наркоман, что взять? Наркоман, блядь. Как один уже другой Илья сказал, он не чеченец. Не говори, что говорит, что он чеченец. Он отрекся от своего земляка даже, блядь. Потому что он до нас, когда мы уже сюда пришли, он уже с ним переебашился. Они вместе в одну комнату попали, но не смогли жить. Он сам живет. Да, вы можете сказать, он псих туда-сюда. Ну, псих не псих, ну, блядь. Человек, который у тебя пытается вымогать деньги, блядь, я думаю, это не псих, блядь. Это просто, блядь, ему на дозу надо, блядь. Он ёба дался, человек ёба дался, ему нужно, блядь, это все делать. Поэтому, исходя от этого, меня взбесило одно, блядь. Кичливость.
Кичливость человека в одной махалле, когда ты живешь, у тебя есть сосед. Узбек, казах, русский, татарин, разницы нет, у тебя есть сосед. И самое главное, здесь русскоговорящий сосед. И ты должен находить момля. Ну, это язык. Ты должен находить язык. И не надо петухом становиться, блядь. Когда вас выгоняли в Казахстан, Сталин сраный, блядь, да? Ответку же никто не смог дать. И до сих пор никто еще в Москве ответку не дал. А я из тех, которые встал и вас хочу подтянуть, блядь, чтобы ответку дали на Москву, блядь. Присоединитесь на мой путь. Не хуй наркомничать, нахуй, блядь. Хуйней страдать, блядь. Позорить свою нацию, блядь. Я адекватный, альхамдулилля. Не курю, не пью, блядь. И мне нет предъяв, блядь. Наркоман хочет с меня взять предъяву, блядь. Что я ему сломал сраную машинку. Я ему могу в жопу засунуть. Если ему нужна машинка эта, блядь. Я могу ему подарить эту машинку, нахуй. Но я принципиально этого не делаю. Потому что я прав, блядь. Я прав, что я не разъебал его машину, блядь. Я дал его, почистил, помыл, блядь, и дал. Как бы своему брату-чеченцу. Я так жил здесь. До сегодняшнего дня, блядь. Точнее, до 22 числа, блядь. Пока он на меня руку не поднял. Я за 4 года ни с одним чеченцем здесь не ссорился, блядь. Как братья жили, общались. Этот уродец, нахуй, только один появился здесь. Так сказать, блядь, забылся, наверное, блядь, где он находится. И поэтому в чеченском, так сказать, обществе, в каком-то обществе, есть такие неадекваты, которые думают, что другие нации... Вы что, евреи, что ли? Что другие нации, блядь, ниже вас, что ли? Нихуя, блядь. Мы вам такого не дадим, блядь. Независимость Башкортостана с Татарстаном, нахуй, блядь, это конкретно обеспечит, блядь. Это обеспечит это. Никто с Кавказа, нахуй, нашу сторону вот так даже криво смотреть не будет, нахуй. Я вам гарантирую, пока я буду жив. Каждый на своем участке. Хоть в рот ебитесь там, блядь. Нам похуй будет до вас. Но сейчас задача наша уничтожить Москву, блядь. Поэтому вот эти, блядь, отморозки ваши, которые путаются под ногами, нахуй нам не нужны, блядь. Вымораживают ситуацию, блядь. И потом думают, наверное, блядь, администрации, они же так и мне не пришли, блядь, хайваны, блядь, местные. Меня ебанули, ну, так сказать, блядь, в кавычках можно сказать, ебанули, я мог бы, как иранец, ай, блядь, нахуй, поорать, блядь, там, и спектакль сделать, нахуй. Ну, я не из этой, нахуй, системы, блядь, спектакль делать, нахуй. Я уже прохавал 2 года в армии, блядь, российской армии, 2 года, для меня вот так спектаклей хватило, блядь. И там я не спектакльничал, блядь, нахуй. Сугушарға сугуштан, блядь, если пиздюлей получал, все протерпел, альхамдулилля. Но суть в другом, блядь. Суть в другом, что высокомерие мусульманина не должно быть использовано против мусульманина, блядь. Давайте научимся, блядь, быть терпеливыми, блядь. Заебали уже, нахуй. Будь ты крутой, все крутой, но прояви, блядь, уважение, не показывай это другому, ёпта. Я же руку не поднимаю, всем попало, блядь, из-за какой-то сраной машинки, блядь. Я поговорю, скажу, брат, ты сломал. Как будем делать? Давай, может, отремонтируем туда-сюда. Вот так же можно сказать? По-человечески, блядь. А не так, что ты сломал, блядь, нахуй, дверь вот этот, вздохнул, блядь, нахуй, первый день. Второй день нападение вообще, блядь, из-за какой-то машинки, блядь. И потом второй чеченец сказал мне, что он, говорит, дозу просто хочет с тебя выбить. Вот и все. 1 грамм стоит 60 евро. Машинка его нахуй от силы, может, с мусорки он нашел примерно 15 евро, пусть будет его цена. Бэушная. Поэтому вот это и есть обидно, блядь. Обидно, что нам приходится
сталкивается вот с такими, блядь, долбоебами и об этом потом говорить, блядь. И тут сравнение к этому, я уже даже не заморачивая, кто прав, кто виноват, сразу ставлю, блядь, на кон кичливость. Ставлю кичливость чеченцев, которые, блядь, напали на казахов в Москве, и сразу стою на сторону казахов. Ты можешь сказать мне, ну ты же башкир, блядь, нахуй, или там узбек, татар, конечно, ты за казахов стань. Нет. Альхамдулилля, я мусульманин, я ставлю кон именно на кичливость. Если человек кичливый, нахуй, по натуре, а мы знаем, чеченцы кичливые по натуре, потому что Кадыров вас воспитал так. Когда я говорю узбекам, это каримовские дети. А у вас там половина там, блядь, воспитаны кадыровской хуйней, вот этой системой, блядь. Поэтому вы кичливые. Все можно вам, блядь, все можно, блядь. А нам нельзя. Вам можно, блядь. А кто это сделал, блядь? Как это, сука, Галустян, блядь, говорил же, блядь, когда срал нахуй в подъезде, блядь, в лифте. Вот из этого прикола то же самое, блядь. Поэтому нам нельзя, вам можно. А раньше когда-то, блядь, когда татарское ханство было, ебли-то мы всех, блядь. Мы ебли, нахуй. Это казахлар, узбеки. Мы были, нахуй, короли общества, блядь, нахуй. Понимаете? Поэтому, туганлар, в первую очередь, всем нам касается вернуть наши исконные права, блядь, на эти земли. Разъебать Москву, блядь. Разъебать Москву. Вот это все, это бесилово между усобицы наши, преждевременные между усобицы, которые нахуй не нужны были. Это все от Москвы исходит. И тут сегодня резко повеяла меня в голову одна хуйня, пока вот это смотрел вот эти видосики, читал вот это все дерьмо, что происходило, я 1000 раз посмотрел это видео. Вот этот наезд, блядь, на людей на машине, это же надо же, блядь, да? И выходят с этой машины все бородатые. Пиздец, нахуй, русские, да? Я думал, русские омонцы приехали бородатые. И всех раздавили там, блядь. Смех и грех, блядь. И тут, получается, нахуй там орут, блядь, чё вы туда-сюда, блядь. Там забор сносят, забирают его, упаковывают. Это и есть кичливость, блядь. Это невоспитанность людей, блядь. Кичливость. Вам же, чеченцам, казахи всю жизнь помогали. Дали кров, крышу. Это что, вам спасибо ваше, что ли? Или что, нахуй? Это вам никто не скажет. Казах не скажет вам. А я скажу. Я третий, сторонний человек, который наблюдал, так сказать, историю вашу. А? Как так, блядь? Это то же самое, что узкожопые дети во время СССР, во время войны 41-45 наши узбеки всех принимали по 20-30 детей нахрен. Как детдом там был у нас в Узбекистане. У русские спасибо не сказали. Кичливо, вон, блядь, унижает. Чурки, блядь, моим узбекам говорят, блядь. Чё скажете? Поэтому зазнаться, блядь, блядь, стать высокомерным легко, блядь. Но спуститься вниз, ну вы спуститесь. Qabrga tushasiz, Alloh bersa. Qabrga tushamiz butunimiz, блядь. Mana shunda siz sigilib to'xtaysiz, nahvu, блядь. Мягко даже не буду говорить, блядь. Шунда Аллах Таалам sizni do'nqaytirib sigashak, блядь. Вот тогда вы увидите вот это все состояние. Что тут опять, блядь? ТикТок заблокировали. И думают, что у меня один ТикТок. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Выйдем в другой ТикТок. Так, здесь тоже людей нет. Я приперся.